Привет, друзья! С вами эксперт во всевозможных видах диктатур и личностях, которые их создают, Юлия Левицкая. И сегодня мы с вами поговорим о еще одном инструменте, с помощью которого тираны строят свою власть. Это подавление оппозиции и удержание соратников на коротком поводке. Каждый уважающий себя диктатор должен крепко держать народ в узде, чтобы никто даже и сомневаться не мог в том, что в стране есть кто-нибудь умнее, талантливее и бескорыстнее, чем он. Денно и ночно трудится на благо народа. То деньжат украдет, то дворец построит, то войнушку какую, когда рейтинг катится в пропасть для поддержания своего величия. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Чтобы люди спокойно спали и не думали лишнего, и не знали, что происходит на самом деле, мало пропаганды и культа личности, о которых мы рассказывали в прошлых выпусках. Нужно посеять атмосферу страха и подозрительности, подавить всех несогласных с политикой вождя, заткнуть рты убийствами и посадками на долгие сроки, ну а себя окружить прихлебателями, на которых тоже имеет досье, чтобы боялись и пикнуть, как это с успехом практикует Лукашенко. Наступает железная диктатура. Максим, запомни, с вас голову я снесу первыми. Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание. Полный отрыв правительства от губернаторов. Чем занимаются? Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют они на юге. Если, например, в Испании, когда мы вспоминаем о Франко, нужно говорить, что там две системы диктаторских пытались прийти к власти. Республиканцы, на которые очень влияли коммунисты, и консерваторы, ультраправые, которые особленные были Франко. И эти подавления вообще вылились в гражданскую войну, которая практически обезглавила и вычистила очень большое количество испанского населения. И после этого, после гражданской войны, уже тогда было зачищать намного легче, но тем не менее это было. И если говорить о других диктаторах, то в принципе делалось то же самое. Хусейн не только внешнюю войну с Ираном, например, на первых порах была, потому что нужно было внешний враг, где население должно было бы во имя Родины, так званой, объединиться вокруг диктатора. Но это применяет, кстати, и Путин. Ему нужна внешние войны, и практически постоянно от Чечни, Грузии до сегодняшнего дня это разыгрывается в пропаганде. И также про сепаратизм, это про курдов, когда было даже применено химическое оружие для их успокоения. Понятие предателей Родины, да, иноагенты, как сейчас в России, это те, которые якобы служат другим режимам или другим государствам. Хусейн очень красиво это разыгрывал, в том числе к своим однопартийцам. И, собственно, все эти элементы, они в той или иной степени с большим или меньшим рекламным или обработкой в пропаганде используются всеми диктаторскими режимами. В нашем третьем выпуске мы составим топ мировых диктаторов, которые мастерски умели справиться с оппозицией, контролировать ее и держать соратников на коротком поводке. Итак, на третье место топа я поставила испанского диктатора Франсиско Франко. Потомственный военный, которого отец поколачивал в детстве и считал пустым местом, как самого младшего из сыновей. Все, кто его знали, характеризовали Каудильо как безэмоционального и жестокого человека.
Власть свалилась на него уже генерала в 1936 году. Испанию разрывали конфликты и гражданская война. Одна из сторон, движение правых националистов, потеряла лидеров, и его возглавил Франко. С помощью Гитлера он занял Мадрид и стал пожизненным правителем. Его официальный титул «Каудильо», что значит «предводитель», означал также неограниченность власти. Тогда он и стал править жесткой рукой и подавлять любое инакомыслие. Едва успел занять трон, как разразилась Вторая мировая. Тогда Франко успешно лавировал между Гитлером и союзниками, прямо не ввязываясь в конфликт. А вот в своей стране действовал более жестко. Разыгрались репрессии, жесткая цензура и запрет на оппозиционные партии. За первые 20 лет его правления через тюрьмы и концлагеря прошли около 2 миллионов человек. Сотни тысяч были убиты. В стране запретили независимые профсоюзы, забастовки и даже разводы. Цензура была в медиа, литературе и искусстве. Кого из оппонентов ловили, сразу же казнили. La semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantos mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Диктатура Франко опиралась на партию «Испанская фаланга». При этом сам Франко, будучи ревностным католиком и консерватором, сохранял беспартийность и в фаланге не состоял. А вот все остальные должны были. Да и альтернативы особо не было. При Франко сразу отменили демократическую конституцию и запретили все поддерживающие республику политические партии и профсоюзные организации. Когда Германия проиграла Вторую мировую, в Испании Франко немного ослабил вожжи тирании. В политическую систему внедрил некие демократические элементы. Например, документ «Фуэра испанцев». В нем декларировались права испанского народа. Правда, они никак не реализовывались. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Ну и до конца своих дней Франко перестраховывался. В 1947 году Испания была провозглашена монархией. Но с очень важной оговоркой: восстановление королевской власти возможно лишь после смерти пожизненного правителя Франциско Франко. Перед смертью он долго болел, но и потом народу еще долго не сообщали о смерти Каудильо. Так типично для диктатур. На второе место с небольшим отрывом от Франко у нас Саддам Хусейн. Иракский диктатор явно превзошел Франко в кровожадности, хитрости и умении затыкать рты несогласным. «Убивай или будешь убит» стала главной для него мантрой. Саддам, сын пастуха, в детстве носил с собой пруд, угрожал другим детям и пытал мелких животных. Еще до своего восхождения на президентский трон Хусейн обожал устраивать заговоры внутри партии арабского социалистического возрождения. Созданная им секретная структура Джихаз Ханин устраняла врагов везде.
После военного переворота в 1968 году власть захватила партия Баас, которая сформировала Совет революционного командования. Главой стал родственник будущего диктатора Ахмед Аль-Бакр, а Саддам был вице-президентом. Под его контролем были партийные и государственные спецслужбы. Тут уж талант Хусейна к убийствам неугодных начал проявляться на полную, и он начал набивать, так сказать, руку. В январе 1970-го Хусейн подавил попытку военного переворота, арестовав 50 офицеров. ثم لو تركنا الأمور جانبا لكي لا ننساق إلى الخلفيات وفق الاتجاهات التي جرى الحديث عنها. Постоянным чисткам подвергалась шиитская оппозиция. Расправившись с военными, вице-президент Хусейн взялся и за политиков. Сначала почистил коллег внутри партии. Для 22 членов Баас и бывших министров зачитали смертный приговор. Потом Саддам взялся за курдов, шиитов и коммунистов. Из Курдистана депортировали 350 тысяч человек. В мае 1978 года казнили десятки коммунистов. Партия ушла в подполье. Десять лет Саддам был правой рукой Аль-Бакра. Потом пришел на аудиенцию и заявил, что тот старый и больной. И если не хочет плохо кончить, должен передать власть ему. Аль-Бакр на следующий день отрекся от власти, а преемником стал Хусейн. Правда, напоминает кого-то. Не доверяя никому, Хусейн окружил себя представителями своего клана, которых потом тоже уничтожил. Установил тотальный контроль над обществом с помощью развернутой сети осведомителей и тайной полиции. В Ираке каждый знал этих людей. Они были повсюду, одинаково одевались и носили одинаковые усы. Поощрялись доносы и шпионаж. Все доносили на всех, и нигде невозможно было чувствовать себя в безопасности. لنتفق على أنه كل عمل عدواني هو ليس من شيمنا. А вот Хусейну от расплаты так и не удалось убежать. В мае 2003 года американцы и их союзники по коалиции установили контроль над страной. Саддам скрывался полгода, все же его казнили. Причем сотни иракцев, родственников жертв Саддама просили, чтобы их назначили палачами. Они хотели публичного повешения диктатора и трансляции казни по телевидению. Друзья, согласны ли вы с нашим топом самых кровожадных диктаторов? Может быть, у вас есть свои варианты? Пишите в комментариях и не забывайте ставить лайк выпуску. И, наконец, первое место и главный приз топа проекта «Диктаторы» тоже плачут, получает камбоджийский диктатор Пол Пот. Я отдала ему первое место, потому что в подавлении оппозиции он был мастак. Другим диктаторам в убийствах трудно было с ним потягаться. Этот буддист-коммунист всего за 3 года правления превратил свою страну в настоящий концлагерь. Еще бы, ведь он считал себя учеником и последователем самого Сталина. Но на самом деле Пол Пота звали Сало Цар, как, собственно, и Сталин, на самом деле был Джугашвили. Любили уж старые коммунисты клички, что поделаешь. Пол Поту повезло учиться в Париже на радиоэлектроника. Учился он так себе, но заразился идеями социализма. Вернувшись в Камбоджу, по профессии не работал, ушел в революцию. Своими учителями Пол Пот называл Сталина и Мао Цзэдуна, а свое движение красными кхмерами. 党中央委员会书记、民主柬埔寨政府总理波尔布特
当日下午接见陈永贵副总理。 В 1975-м Пол Пот организовал массированное наступление против правительственных сил Камбоджи. Отмечу здесь одну из историй об освобождении города Пномпеня и его жителей. Там красные кхмеры уничтожили всю инфраструктуру, параллельно устроив массовый геноцид. Пномпень стал городом-призраком. Находиться там запрещалось под страхом смерти. И было чего бояться. Всех, кого Пот посчитал врагами народа, пытали, а после скармливали крокодилам или сжигали на железных решетках. Да что там брат родной? Пот решил, что нужно уничтожить всю интеллигенцию, и везде ликвидации подлежали учителя, ученые, писатели, артисты, инженеры. Религию Пот тоже отменил. Все монахи были безжалостно убиты, а из храмов сделали казармы и скотобойни. Репрессировали и врачей. Пол Пот считал, что здравоохранение вообще лишнее колесо в его системе. И что больных не нужно лечить, ведь так нация очищается сама по себе. С той же простотой был решен и национальный вопрос. Все другие нации в Камбодже, кроме кхмеров, подлежали уничтожению. Смертную казнь можно было получить за рождение ребенка без разрешения руководства коммуны, за ностальгию по дореволюционным временам, сорванный с дерева плод, собранный с поля после уборки урожая рис. Пол Пот и красные кхмеры буквально утопили страну в крови. Позже комиссия по расследованию преступлений выяснила, только за период между 1975 и 1978 годами погибло 3 миллиона человек. Еще почти 600 тысяч пропали без вести, более 200 тысяч стали сиротами. В 1979-м сбежавшие противники Пота воспользовались поддержкой Вьетнама и подняли восстание. Пол Пот сбежал в джунгли, смерть диктатора покрыта тайной. То ли он покончил жизнь самоубийством, то ли умер от малярии. Тело диктатора незамедлительно кремировали, а еще после его смерти к месту кремации долгие годы люди несли цветы, считая его самым выдающимся деятелем страны. Уже после того, как Пол Пота было снято, многие из его соратников заявляли, наподобие, как Хрущев обвинил во всем Сталина. И в то же время можно сказать, что мы не имеем ни одного документа, подписанным бы лично Пол Потом, который бы санкционировал репрессии или чистку населения. Это говорит о том, что диктатура должна фиксироваться непосредственно во время, потому что диктатор может давать устные указания, и для этого не всегда ему нужно подписывать документы. И когда проходит много времени, то люди, как правило, или их потом адепты говорят, так нет ни одного документа о том, что он давал эти указания. Ну и по итогу, как бы ни топили в крови и арестах свои народы диктаторы, они остаются на обочине истории. Их кровавые жертвы запоминаются надолго, а кончают они бесславно. Если их, конечно, не растерзает собственный народ, смерть все равно будет возмездием. Ну и, наконец, наш традиционный розыгрыш. Ответьте на вопрос, кто из диктаторов запрещал носить очки под страхом смертной казни. Победитель получит в подарок чашку, из которой можно испить слезы диктаторов. Ну и вообще все, что вам захочется. Пишите мне в комментариях ответ.
Жду на протяжении 7 дней с момента выхода выпуска. Среди всех правильных ответов, если их будет несколько, мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Благодарю за внимание и жду ваших ответов в комментариях. Ну а правильный ответ на вопрос прошлого выпуска – это Сутьеска, или же битва при Сутьеске. Именно в этом фильме шла речь о Иосипе Брозе Тито с несравненным Ричардом Бёртоном в главной роли. И именно этот фильм отправляли на 46-ю церемонию «Оскар» от страны. Правда, он так и не взял никакой награды. Мы уже связываемся с победителем, чтобы оговорить детали получения подарка. У меня на этом все. Благодарю за внимание и помните, диктаторы тоже плачут.